Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные татарские пирожки с картошкой, которые называются баранги такасе. Это уже очень старинный рецепт. Будем пробовать его готовить. Это очень-очень вкусно. Для начала нам нужно будет подставить тесто. Для теста нам надо будет 300 грамм сметаны, 3 столовые ложки майонеза, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды и мука, соответственно. А для начинки надо будет 800 грамм картошки, 2 луковицы, чайную ложку соли, перец по вкусу, чайную ложку семян укропа и масло. Сейчас будем делать тесто. Здесь у меня 300 грамм сметаны. Так, тут соль и сода по пол чайной ложки. Сейчас будем месить тесто. Вот такое мягкое, очень эластичное тесто я замесила. Сейчас уберем ее пока отдыхать. Все, положим на доску и закроем тазиком. Пусть минут 20 отдыхает. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Сейчас будем крошить картошку. Картошку надо будет накрошить кубиками. Чем мельче, тем лучше. Картошку я нарезала вот таким мелким кубиком. Сейчас буду резать кубиком лук. Тоже мелкий кубик. Лук я накрошила. Сейчас будем сюда добавлять чайную ложку соли и перец по вкусу. Чайную ложку семян укропа. Это можно добавлять, можно не добавлять, это дело вкуса. У кого нет семян укропа, можно просто даже мелко нарезанный укроп положить. Тоже будет вкусно. Вот такая начинка у нас получилась. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать баранги такасе, пирожки с картошкой.
Сейчас из теста сделаем вот такие небольшие колобки. Сейчас будем делать пирожки. Скатываем такой тонкой тесто, такой толщины примерно. Кладем нашу начинку. Начинки надо много. И делаем большой пирожок. И такой пирожок получился. Сейчас края обработаем. Чтобы был красивый пирожок. Вот такой пирожок получился. Пирожки я сделала. Сейчас их смажу яичным желтком с молоком. Чтобы они были красивые, блестящие. Печем при температуре 200 градусов минут 40-50. Наши пирожки готовы. Вот такие вкусные, румяные, очень аппетитные пирожки получились. Сейчас надо будет их разрезать. Их надо резать не так, как обычно режут, а вот режем их вот так, на две половинки. Надо вот так разделить, чтобы начинка была в обоих половинках. Так вот. И потом отдельно поливаем все растопленным сливочным маслом. Это очень-очень вкусные пирожки. Попробуйте приготовить. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.